эту книгу, ногайский героический эпос, Ашим Сикалиев написал в 70-х годах. Но защитить ее он как диссертацию не смог. Потому что, войдя в науку в 70-е годы, Ашим Сикалиев очень смело заявил в тюркологии советской, что ногайцы являются, значит, непосредственными, значит, наследниками памятников эпохи Ногайской Орды. И что эти памятники описывают непосредственно страницы из жизни ногайцев. И у него были уже выступления на всесоюзных конференциях в Ташкенте, в Казахстане, в Москве. И, значит, он, значит, встретил большое сопротивление от тюркологов братских народов. И ему наши братские народы в лице таких известных тюркологов заявили Ашиму Сикалиеву, что он в своей работе должен убрать слово «ногайский» и указать, что исторические дистаны Эдге, Ногайн Карабатара, там Айсалднула Аруамет, Шораватор и другие являются общетюркскими. Иначе он не пройдет защиту. Любой спецсовет в центре, значит, тюркологических центров, в которых членами являлись татары, узбеки, казахи, проголосуют против. Рецензенты, черную рецензию он тоже не пройдет. И вот эта книга Ашима Сикалиева вышла только в 90-х годах. Ашим Сикалиев не пошел на подлог, он ради диплома не поступился принципами, а наоборот мужественно отстаивал: это принадлежит ногайцам, это все ногайское. И защитил он диссертацию лишь в начале 2000-х годов, когда уже распался СССР, когда давление со стороны тюркозов, братских народов Российской Федерации ослабло, и появилось много спецсоветов для альтернативы, можно было защититься.